الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, словами ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Алхамдулилля, по милости Аллаха, Он даровал нам еще раз собраться в Его доме, в мечети, прийти сюда, совершить поклонение, которое мы можем сделать, да, и одно из величайших поклонений, это, конечно же, присутствовать на уроке. И вот этот маленький урок, который, альхамдулилля, продолжается, мы должны понимать, может быть, именно по причине этого Аллах Субханаху ва Тааля простит нас и введет в райские сады Фирдаус. Мы не знаем. Из-за этого вот эти возможности, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам дает, мы должны их использовать. И, конечно же, должны понимать то, что каждое дело будет принято, если только будет выполнено два условия. Первое – это искренность, ихласлак, да, ради довольства Аллаха. И второе, чтобы это соответствовало сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня хотел бы затронуть один хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который передается от Абу Хурайры. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был спрошен: увидим ли мы Аллаха? И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть сравнил, чтобы люди понимали, можете ли вы увидеть полную луну ночью? И сахабы сказали, да, конечно. Можете ли вы увидеть солнце в ту погоду, когда нет туч? И сахабы также сказали, да, конечно же. И вот так же мусульмане смогут увидеть Аллаха Субханаху ва Тааля в судный день. В тот день, когда только посланники будут говорить, и даже когда они будут говорить, они будут только просить: о Аллах, спаси нас. Спаси нас. Почему? Потому что в этот день Аллах Субханаху ва Тааля поставит сират, мост над чем? Над адом. Над адом. И по мере поклонений, по мере благих дел, по мере греховных дел, люди будут проходить через этот мост. Кто-то со скоростью света, кто-то со скоростью молнии, кто-то со скоростью всадника, кто-то будет пробегать, кто-то будет проходить, кто-то будет ползком идти. Но каждый будет этот мост проходить. И мы также знаем, в хадисе вот приводится, да, то, что на этом мосту будут крючки, которые будут цеплять человека по мере его греховности. И вот когда Аллах Субханаху ва Тааля завершит судный день, то Он разрешит освободить от адского наказания тех людей, которые хотя бы когда-то один раз сказали: «Ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Искренне. Искренне. От всей души, от всего сердца. То есть я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и я свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник. И он никогда не совершал многобожие, ширк. И вот когда Аллах Субханаху ва Тааля разрешит освободить
то в этом хадисе приводится, как выйдет последний человек. Выползет из этого адского наказания. Обугленный. И когда на него польют воду, он как будто семечко вырастает же, так же он вырастет. То есть мясо, кожа, да, он вырастет. И Аллах Субханаху ва Та'аля сделает так, то, что вот этот человек, последний человек, увидит дерево. И он обратится к Аллаху Субханаху ва Та'аля, чтобы Аллах дал ему возможность побывать под этим деревом, в тени этого дерева и вкусить сок. Потому что мы знаем, в аду едой что является? Колючки, а питьем гной и что? Кипяток, от которого разрывается все внутри. И вот он попросит. И Аллах Субханаху ва Та'аля спросит, ты больше ничего не будешь просить? И он скажет, да, валлахи, я клянусь Аллахом, я клянусь твоим величием, я больше ничего не буду просить. Мне только вот это надо, тенечек. И чуть-чуть попить. Но когда Аллах Субханаху ва Та'аля ему разрешит быть под этим деревом, когда он отдохнет от этого адского пламени, под тенью этого дерева, вкусит сок, то вдали он что увидит? Он увидит врата рая. Врата рая. И все мы знаем, Аллах Субханаху ва Та'аля нас так создал, то, что мы всегда хотим большего. И этот человек будет сначала лицезреть, хотеть, желать, мечтать, чтобы хотя бы приблизиться к этим вратам. И когда он наберется сил и обратится к Аллаху. О Аллах, разреши приблизиться к этим вратам. И Аллах Субханаху ва Та'аля ему что скажет? Ты же мне обещал то, что больше ничего не будешь просить. Клялся моим величием. И этот раб что скажет? Все, вот последнего тебя прошу, больше ничего просить не буду. Только это, клянусь твоим величием, только вот это. Приблизь к этой двери, к этим вратам. И Аллах Субханаху ва Та'аля, Он милостивый по отношению к своим рабам. Мы, когда родились в этот мир, когда Аллах Субханаху ва Та'аля нас создал, Он же нас не оставил, как хотите, так и живите. Нет, Он каждый день дает нам блага, которыми мы пользуемся. Иногда даже не ценим этого, не замечаем этого. Но Аллах Субханаху ва Та'аля, Он милостивый по отношению к своим рабам. И Аллах разрешит ему. Хорошо. Но ты же больше ничего не будешь просить? Да, клянусь Аллахом, больше ничего. Все, когда Аллах Субханаху ва Та'аля приблизит ему к этим вратам, он будет слышать голоса. И он захочет взглянуть, что же там. И опять вот это ожидание. И когда он наберется смелости и обратится к Аллаху, я Аллах, дай одним глазком хотя бы посмотреть, что такое, что это за рай. И Аллах Субханаху ва Та'аля ему скажет, ты же обещал, ты же говорил, клялся моим величием, то, что все, больше ничего не будешь просить. И этот раб скажет, все, последнее. Последний край, все, больше ничего, клянусь Аллахом, клянусь твоим величием. И Аллах Субханаху ва Та'аля, Он прощающий, Он милосердный к своим рабам, Он разрешит ему, хорошо, взгляни,
Но когда он увидит это, конечно же, его душа захочет войти туда и вкусить эти блага. И вот эта история, что нам показывает? То, что человек, насколько бы он ни грешил, он всегда хочет вернуться к Аллаху. Всегда. И вот мы тоже должны понимать то, что да, бывает такое, то, что мы ошибаемся. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал: «Куллю бани Адама хатта». Каждый сын Адама ошибающийся. «Ва хайруль хаттаина тауабун». Но лучший из ошибающихся тот просит прощения, делает тауба. Вот здесь то же самое. Когда этот раб обратится к Аллаху и скажет: «Я Аллах, разреши мне войти в рай». Сколько он этого ждал. И Аллах субханаху ва тааля ему скажет: «Я ж тебе говорил, зачем себя мучить вот так? Вот же, смотри, ты же увидел, что тебя ждет, какие блаженства». И тогда Аллах субханаху ва тааля, он скажет: «Заходи и проси все, что ты хочешь». И этот раб начнет перечислять: «Я хочу это, все, о чем он мечтал». И Аллах субханаху ва тааля ему будет говорить, когда он уже закончит: «Да, может, ты еще это хочешь? Это. Да. И Аллах субханаху ва тааля скажет: «Все тебе это в 10-кратном размере». Смотрите, это последний раб Аллаха, верующий, который выйдет из адского наказания. А мы знаем, про степеня, дараджат. И вот у нас есть прекраснейшая возможность сегодня не только освободить себя от адского наказания, но еще и заслужить дараджат, степеня. Потому что Аллах субханаху ва тааля, он милостивый. Нам надо стремиться, желать, хотеть. И Аллах субханаху ва тааля открывает пути. И вот сегодня мы уже, по милости Его, дожили до 21 ночи. Может быть, это ночь предопределения. Мы не знаем этого. Из-за этого вот сегодня, может быть, кто-то будет до утренней намаза не спать, восстаивать молитву. Кто-то будет Куран читать, кто-то будет зикр делать, кто-то будет дуа делать. И Аллах субханаху ва тааля, иншаллах, ответит ему. Из-за этого давайте стараться, стремиться и просить у Аллаха, желать. И тогда, иншаллах, Аллах нам ответит, проявит свою милость и введет в райские сады Фирдаус. Из-за этого давайте просить за себя, конечно же, за своих близких, детей и, конечно же, друг за друга. Потому что пусть Аллах даст нам возможность, как Он собрал нас здесь, также собраться в райских садах Фирдаус. Не забудьте друг за друга тоже делать дуа. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакумуллаху хайран. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху.